Эти черно-белые фотографии здесь, на стеклянной полке Музея краеведения, яркое свидетельство подвига целой семьи в борьбе с фашизмом. Можно себе представить, сколь велика была их ярость против этого масштабного зла. Если из одной семьи на фронт отправилось 5 братьев, рассказывает Ахмед Асмиев. Его отец Татри Асмиев призвался в армию в 1939 году в Казахстан. Далее были годы на передовой, участие в наступительных операциях под Курском, в городах Брянск и Орел. После этого передовой ханвас султях. Тыловик, старшина роты Волжи, по хозяйственной части дослужиться до 1947 года в Казахстане доухал. История жизни Татри Асмиева полна испытаний. Она не ограничилась войной с немецкими захватчиками. Ему пришлось столкнуться с чудовищной клеветой на ингушский народ и его депортацией. А еще он до конца жизни вел поиски своего младшего брата Хасанбека. Последние известия о нем пришли в 40-х годах с Украины, где он воевал. В поисках хоть каких-либо сведений про своего дядю Ахмед совместно с научным сотрудником Музея краеведения отправил запрос в архивные службы. Мы, в свою очередь, запрос сделаем в архив города Подольск. И я надеюсь, что получим положительный ответ в дальнейшем. За последний этот месяц нами выявлено без вести пропавших и погибших участников более 20 имен. И из них информация имеется в мемориале ОБД на несколько человек. О судьбе остальных идет у нас поиск по выявлению этих имен. Самый старший из братьев Асмиева Хамадхан, пережив тяготы и лишения войны, также испытал на себе горечь депортации, а по возвращению на родину скончался через 20 лет. По словам его сына Магомеда, из его личных документов осталась только трудовая книжка. Сведения о его боевом пути почти не сохранилось. И он собирается исправить это в ближайшее время. Отец получил ранение. Был комиссован. Комиссовать весь нахал Болчан и Казахстане. Цухан Халвата вот ответственен возраст в 1944 году. Халватчан даже поезд, саботовальный акчидена вот салбагат себя магнит отец вижди, виждел там вижди истедена. Халболчан царёх здесь фронтовики едет даже я машлот у него играл. Отец Дина, полностью сюда комиссовать это вино. Фотография Макшарипа Асмиева также хранится здесь в Музее краеведения, как и несколько фрагментов его истории. В виде пожелтевших от времени документов. Герои родом из села Далаково, здесь память о них уже никогда не сотрется. Тыли узмети, реально диетне, тыли носил дешаду диет фронту помогал диет, был бабц. Сколько имен, сколько судеб отважных сынов, призвавшихся на войну. Подвиги одних уже известны, слава других ждет своего часа, чтобы выйти из неизвестности. Помимо присутствующих здесь Ахмеда и Магомеда Асмиевых, наша съемочная группа приметила и юную посетительницу музея, рассматривая ордена, медали и другие экспонаты. Она, как оказалось, готовится принять участие в конференции в Московской гимназии имени братьев Копцовых, приуроченной к 75-летию Победы. По этому случаю Хава Аздоева подготовила доклад. Когда в 1941 году война постучалась во все двери советского народа, попросив прощения у матери, Саварбек добровольно ушел на фронт, пообещав матери и родным, что скоро вернется, и война закончится быстро. Но, к сожалению, Саварбек не вернулся, и самое обидное, что он до сих пор считается без вести пропавшим. Имя Саварбека Султыгова еще одно в списке героев войны, пропавших без вести. О нем известно мало. В годы войны отличался от своих однополчан твердой решимостью и необычайной храбростью. Дошел до Бреста и был ранен, а после никаких вестей, но память о нем еще жива, хотя бы благодаря Хаве. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Джамалил Тамасханов, Новости 24.